Странно. Говорят, случайности не случайны. И все предопределено. Не знаю, быть может, там, на небе, есть какое-то министерство. Вроде, в котором за нас решают, что и когда с нами должно произойти. Каждый день мы впускаем в свою жизнь новых людей. Одни уходят, не успев стать ее частью, а другие навсегда остаются с нами, несмотря на уход. Случайно то или нет, но некоторые встречи способны изменить нас навсегда. Так, сосиски закончились. И гречка тоже. Не знаю. Лично я могу питаться исключительно духовной пищей. Судя по тебе, духовная пища нынче калорийная. Ты чё на меня, типа, бочку катишь? Да в тебя уже давно вкатили. Подожди, а у кого у нас первая пара? Брюс Ли, быстрее собирайся! Давай быстрей! Мы опаздываем, ты что? Давай, быстрее, быстрее! Короче, Пит бабуля сегодня без намордника, поэтому лицо кирпичом и мимо Пит бабули. Я с тобой, все. Я пошел. Доброе утро, Пит бабуля. Стоять! Что ты делаешь в моем общежитии? Ай, больно! Я и сам не перестать! Ай, А это я. Меня зовут Бит. Я студент первого курса очного вида обучения по специальности 030900.62. Бит, вставай! Ты чё застрял? Давай, побежали! План Б? Да! Ара-ля-ра-я-ра-я! Ты как цветок из рая! Цветешь и пахнешь в сердце моем всегда! Твои глаза и нежные руки я не могу забыть! Ара-я-ра-я, ты будешь вечно моя! Ну ты, дочка, с чего тут стоишь? 50 в их взаимосвязи с положениями части 2, статьи 24, части 2, статьи 27, а также части 4, статьи Пакетик чая. 23 и статьи 200. Какой пакетик чая? Твое лицо похоже на пакетик чая, который выжили 7 раз подряд. Все, я не могу его слушать. В той мере, дорогие мои друзья, Кстати, почему его все называют Брюс Ли? что уголовное преследование, которого прекращено в этом суде. Оу, Бит, тебя чё заклинило? Что это? На. Ты что, не хочу? Убери. Как убери? Забери. Зачем? Ты чё, я зря... Шептаться на моей лекции можно только в двух случаях. Либо тайный сговор, чтобы меня отравить, либо признаваться друг другу в любви. Вы по какой части, молодые люди? Мы не хотим вас отравить, Брюс. Аслан Валихович. Значит, любовь. Что вы там прячете за спиной? Ничего. Дайте сюда. Возьми. Дайте сюда! Все-таки хотели отравить. Декан! А что тут у вас происходит? Да вот, мы со студентом обсуждаем влияние сосиски на историю формирования права. Очень интересная теория. Я бы сказал, оригинальная. Продолжайте, любезный. Тихо! Собственно, я совсем по другому поводу. Это Капелла Хамис, наша новая студентка. Год училась за границей. Она приехала из Англии. Прошу любить и жаловать. Аслан Валихович, на минутку. Конечно. Значит, капелла, да? Ну что, ставим по традиции, насколько ее хватит. Я думаю, это будет интересный экземпляр. Я говорю 5. 5? А результат? 5, и она пожалуется декану. Я говорю 3. Не забудь, играем вечером. Хорошо.
отчислится или с папой придет. Ну или пожалуется кому-нибудь, к декану нас поведет. Короче, до первого срыва. Ты уверен? Абсолютно. Только давай по-братски, не как в прошлый раз. Как в прошлый раз. Вот как было в прошлый раз, в приличном обществе, это называется жульничество. Это в приличном обществе. Давай записывай тогда. Капелла. Бит. 3. Руслан. Руслан, 5. Ты проиграл. Еще нет. Этим миром правят миллионы букв, сотканные в миллиарды бесполезных снов. И бессильны стали тысячи наук. Нет противоядия от взгляда твоего. Любовь правит этим миром беспредельно. Любовь кружит вокруг солнца нашу землю. О, сердцу снова стало хорошо. Еще бросить там глупое еще. Эй, сумасшедший, что же ты наделала? Я в любовь поверил, а ты не поверила. Сумасшедший, что же ты наделала? Я в любовь поверил, а ты не поверила. Эй, сумасшедшая, лали-лали-лей, лали-лали-лей. Победа. Я не проиграл, я же говорил. Давай, доставай, нужно. Давай. На. Будешь знать, как со мной спорить. Опять спит. Мам! Мальчик мой, ты сладкий сон, найди в кроватке, будешь ты как нарт силен. Мир твой будет ярким, вырастешь как в сказке. А где мы там будем жить? У нас другой дом теперь будет. А это далеко? Да. Да, далеко. Будешь танцевать, приподнята на пальцах, взглядом А чем мы туда поедем? На автобусе. А где автобус? Бит, помолчи хоть минуту. Мальчик мой, глаза закрой. Мальчик мой, Мам! Мам! Мама! Мам! Мама. 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 Ты что так долго? Может, мне еще вместо тебя всю работу сделать сегодня? Я надеюсь, ты умеешь им пользоваться? Ты чё, Фарис, барыги-то не моя тема. Разбирайся сама. Да ты, главное, прикрой меня, большего не нужно. Решил вопросы.
Нож убрал? Ты разве ко мне не в курсе, что здесь дурь толкать нельзя, а? Я это вобью в твою тупую башку, ты понял? Это что сейчас было? Вокруг этих бегунков наркуши как мухи кружатся. А где наркуши, там и мокруха и левак всякий. Плюс еще менты их пасут. Нам здесь менты ни к чему. У нас своих проблем хватает. Я не понял, ты что, мать Тереза, что ли? Доброе утро, мамулечка. Доброе, доченька. А что, папа уже ушел? Сколько изящества. Несомненно, это творение рук самого Микеланджело Буонаротти. Нет, папочка, это все ты. Ну, прямо сладкая парочка. О, женщина, дитя, привыкшее играть. Я должен бы тебя всем сердцем презирать, но я тебя люблю, ревнуя и тоскуя. Завтрак готов? Готов. Как я мог уехать, не поцеловав свою принцессу? Вообще-то, ты свою принцессу сослал на край света. Хотя мог просто скормить дракона. От дракона я тебя спасал. Ну, мамулечка, не злись. Я так по вам скучала. Я уже совсем-совсем не могла в этой Англии. Я тебя еще не простила. И вообще, Англия – это не край света. Край света – это то, куда ты вернулась. Ущелье, в котором ты не был, сулит напрасные богатства. Капелла, дочка, отойди от этой женщины, пока она опять тебя куда-нибудь не выслала. Ну, с вами все понятно. Мое мнение в этом доме ничего не значит. А если она в обморок упадет, это будет считаться? Конечно. А если пощечину даст? Пощечину? Да. В прошлый раз считалось, и в этот считается. Не, прошлый раз я помню, это прям было не то. Вообще, Руслан, если бы мы с тобой были супергероями. Супергероями? Вот это да. Я извиняюсь, а супергероем обязательно выглядеть вот так, педантично? Это чтобы было видно мышцы. Ну, у тебя видно мышцы, а у меня видно мышц. И вообще, что у нас за суперспособности? Попробуй взлететь! Еще! Давай! Еще! Все-таки улетел. Танцуй, пока ты молодой. Люби, ведь ты так одинок. Ты в эту жизнь окунись головой. Ведь недолг юности срок, обжигает пламя огня. Пап, ты где? Ну что ты возишься, как старичок? Это я, старичок? Да я хоть 100 раз сейчас присяду. 100 раз. Реки с гор стремятся звеня. Танец — это книга без слов. Танец — это книга без слов, в нем дотла сгорает сердца. Если к тебе постучалась любовь, будь ей предан ты до конца.
обжигает пламя огня. Реки с гор устремляются вниз. Ты живи, не теряя ни дня. В танце пламенном кружись. Стоп! Разве так встречают английскую королеву? Встречайте! Английская королева! Танцуй, 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 танцуй. Люби, люби, живи, живи. Танцуй, 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 танцуй. Танцуй, танцуй, живи, живи. Дыши, дыши, кружись, кружись. Лети, лети, сгорай, сгорай. Спеши, спеши, давай, давай. Аслан Хасанович, здравствуйте. Не ожидал вас так рано увидеть. Поздравляю вас с покупкой Малевича. Это очень шикарное приобретение. Любой коллекционер мечтает иметь его картины в своей галерее. Аслан Хасанович, как поживает ваша супруга? Дочь, она в Англии. Как учеба у нее? Что Вы хорошего? доставили ее для меня? Знаете, это будет очень сложно сделать. Я даже не представляю, каким образом сейчас почтные проверки. Я не понимаю, как это можно организовать. Мы даже пытались сымитировать подмену. Удивительно, как это совершенно безгранично, безвкусно и бездарно. Тяжело будет доставать твой труп из канализации. А это ты себе представляешь, как организовать? Не для того я трачу такие деньги, чтобы ты мне говорил, что тяжело, что нет. Завтра же. Эта картина должна быть моей. Как красота может спасти мир, если она все время требует жертв? Ты лучше застрахуй свою галерею. И себя заодно. О, дружище! Что там интересного? Здорово, очкарик. Ау, 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 ау! Жил-был пес! Удиви, удиви, удиви нас! Молодые люди, мы вам не мешаем? Вы думаете, это так легко, да? Что легко? Ужасно петь? Ну так ужасно, это делать очень сложно. Ну, если вы такой смелый, идите к нам. Легко? Давай, покажи им. Хлопай, хлопай. Вот, попробуйте хотя бы это. Ну, приготовились. Слушай. Мальчик мой, ты сладкий сон, найди в кроватке, будешь ты как над силен. Мир твой будет ярким, вырастешь как в сказке и покинешь отчий дом. Будешь танцевать приподнята на пальцах
горцах, взглядом покоряя всех. Станешь добрым и не забывай, что в горцах мудрость побеждает грех. Мальчик мой, глаза закрой, мальчик мой, спи сладкий мой. Эй, куда он? Бит! Че рыбишься, урод? Папа! Мы кого-то ждем? А что, выжившая из ума больная старуха в этом доме никому не нужна? Нужна, бабуля! И я нужна. С приездом! Ладно, задушишь еще. Большого наследства у меня нет. Все попусту будет. А ты что топчешься, как петух в курятнике? Свою мать так не ждет, как ждет эту мазню. Что я выкинула в помойку. В помойку? Как в помойку? Так, в помойку. Куда в помойку? Ты уже ее знаешь, что я мог сделать? Ну что? Арслон Гавита Бревис. Жизнь коротка, искусство вечно. Я знаю, ты не в восторге от супрематизма, но Малевич меня всегда трогал. В мире есть две бесценные вещи, котенок. Это искусство и ты, мое сокровище. Если бы я знала, что такое продается, я бы твои детские рисунки продавала бы, а не выкидывала. А вот именно. Мне было обидно, мама, что ты мне, выкидывала понимаешь, их. не обидно было смотреть на этих ужасных существ с подписью «Это мама». Кстати, Капелла, твой отец умудрялся делать ошибки в словах «это» и «мама». Поэтому, наверное, тебя отправлял так далеко учиться. Учиться? Я опаздываю. Ой, Пока, мам, приятного опаздывай, аппетита. Пока, родная. Будь здоров. Спасибо. О, привет. Привет. Пожалуйста, возьмите. Слушай, такая ситуация. Понимаешь, мы с товарищем деньги забыли. Ты можешь нам за нас заплатить? Да, конечно. Слушай, а может ты мне деньги дашь? Просто у нас не принято, чтобы девушка за парня платила. Ну, хорошо. Да? Может, это у вас в Англии там принято, только не здесь, не у нас. У меня нас это только не принято. А ничего, я ей дам. Она сейчас мне сдачу Да-да, отдаст, и конечно. всё. Молодые люди, что у вас за проезд? А, сейчас, вот, сейчас. Есть рубль, брат. Ага. Вот, это за меня и вон за того симпатичного молодого человека. Ваш билетик. А я... Девушка, хватит Ну? меня пихать в спину. Заплатите за проезд. Я ни за кого Либо не собираюсь платим, либо платить. выходим. Понятно? Да подожди, куда? Я пошутил же. Чё ты, тормози. Куда? Я же шучу. Зачем грустить, когда можно посмеяться? Зачем смеяться над собой, лучше над другими? И словно мухи все жужжат, тебе надо меняться. А я меняться не хочу, буду всегда такой. Зачем же ждать, ведь можно с места взять, сорваться и не планировать. Пусть у судьбы случится сбой. Занудой можно быть и взрослым притворяться. А я вот просто не хочу, я молодой. Так отвяжитесь от меня. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, все мне машут головой. Ай-яй-яй-яй-яй, что поделаешь, я такой. Кто-то скажет, я плохой, кто-то скажет, я плохой. Ай-яй-яй-яй-яй, я отвечу сам такой. Ай-яй-яй-яй-яй, все мне машут головой. Ай-яй-яй-яй-яй, что поделаешь, я такой. Кто-то скажет, я плохой, кто сказал, что я плохой. Ай-яй-яй-яй-яй, я отвечу сам такой. Ай-яй-яй-яй-яй, все ему машут головой. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что поделаешь, он такой. Кто-то скажет, ты плохой, все считают, ты плохой. А что скажет твоя совесть, если она там где-то есть? Глупых дел давным-давно не счесть.
Где же тогда мужская доблесть? В чем теперь джигита честь? Вот бы взять и сбить с тебя эту спесь. Ну скажи что-нибудь, ну! Давай, воу! Что она там сказала? На кого она показала? По рублю на сало. Да я вчера там у вокзала перевел бабушку, перевел дедушку. От грабителя защитил девушку. Снял с дерева 8 кошек. Тетя Рай скопал картошку. Покормил общаги дворнягу. Приютил у себя бродягу. Чтобы тебе было пусто. Нашинкую будто капусту. Как же тебе не стыдно? Разве по мне не видно? Какой я хороший, какой я пригожий. Боже мой, как обидно! Червой. Хазрет Азретович, вы мне скажите честно, кто-нибудь на ваши концерты ходит? Ну, милочка, у нас в городе полным-полно ценителей высокого искусства. Вы мне скажите, ходит или нет? Нет. Здрасте, Хазрет Азретович. Доброе утро, Бит. Я так и знала. Здрасте, тетя Лия. Здравствуй, Бит, здравствуй. Азамат! Не бей мальчика по голове. Почему? Что значит почему? Потому что он твой родной брат. Хорошо. Я вывалилась из нее. Это был самый драматичный финал Лиги Чемпионов, как сейчас помню. 2005 год, Стамбул. Полный стадион, народу... Ты меня вообще слушаешь? Эу, Бит. Ты что, влюбился, что ли? В кого, в нее? Да, иди подкати к ней. Тебе надо, ты подкати. Да, без проблем. Задержаться хоть на миг тебя просила. Ожидание стало так невыносимо. Я скучала, знаю, что скучал ты тоже. В этом были мы с тобою так похожи. Счастье есть, только верь, сделай шаг навстречу. Счастье прямо в руке, ты зажми покрепче. Я буду рядом с тобою все дни и ночи. Счастье есть, счастье в миг станет. Вот дурак, а. Бит! Я застрял! Счастье есть, только верь, шагни навстречу. Помоги! Счастье прямо в руке. Эй, ну ты куда? Ты же мой друг! Бит! Буду рядом с тобою и днем, и ночью. Счастье есть, счастье в миг нашим станет точно. Привет. Привет. Как-то неловко все время получается. Мы тебя, наверное, замучили уже совсем. Ну ничего, мне было несложно. Меня зовут Бит. Капелла. Ну, пока, Капелла. Пока. Привет, английская королева! Сколько лет, сколько зим мы не виделись! Ну как поживаешь? Поешь ли песни? Ты что, не узнала меня? Ну как же так? Кать, да мы... привет. Да мы с Привет. Русланом замучились запихивать того лузера в твой шкафчик. Что только мы не делали и издевались. И... Да как же так? Ты выручила меня на сцене столько лет назад! Ну? Бит! Конечно, Вит! Узнала. Ну теперь на правах твоего старого знакомого. Могу я проводить тебя до остановки?
А почему именно в Англию ты поехала учиться? Здесь не тот уровень, да? Мама всегда мечтала, чтобы я училась в Англии. Мне с собой, пожалуйста. А я ее подвела. Тебя что, отчислили, что ли? Мама умерла, когда я был маленький. Отца я не знаю. Зато у меня есть старший брат. Нет, почему? Мне просто там неинтересно. Компот. Точнее, совсем неинтересно. Как бы сказал мой отец, какие-то они все странные там. Странные? Это говорит человек с именем Капелла? А как зовут брата? Борис. Ну, нормальное имя, не то что Бит. Вообще-то это прозвище. А зовут тебя как? Не скажу. Скажи. Не скажу, ты будешь смеяться. Ну скажи. Меня так назвал мой отец. Между прочим, он большой ценитель искусства. И если ты подаришь ему оригинал Модильяне, он с удовольствием станет твоим рабом. Меня зовут Битлиустан. Битлиустан? Стой! Только ты этого имени не слышала, поняла? Хорошо. Стоп. Амирчик, ты сейчас лучше всех сыграл песню «Белые цветы». Да, но мы играли другую песню. Ну ничего. Дядя Герцель. О, Капеллочка, ты. Да, я так по всем вам соскучилась. А мы вот тут А репетируем. может, вы нам споете? Споем? Давайте. А? Что такое? Почему, когда вы меня видите, вы перестаете сразу петь? Я вас что, чем-то обидела? Нет, ну вы ответьте что-нибудь. Почему вы все время молчите? Вы что, не разговариваете? Вы только петь умеете и все? Вы знаете, я всегда считала, что кавказские мужчины самые темпераментные. Дядя Герцель, что с вами? Как ее вижу, с ума схожу. Красавица! Ты песню хотела? Получи! Ты песню хотела, получи. Тебя все осветят ее лучи, чтоб все, увидев, поняли, кто она. Та, что свела с ума когда-то серьезного пацана. О, Бит, ты откуда здесь? Сегодня точно пойдет снег, раз я увидел тебя не спящим. Может, лучше познакомишься со своей девушкой? Конечно, познакомлю. Вот она, любовь всей моей жизни, свет моих очей, виновница всех моих тревог. Не поясничай. Можно яблочко, бабушка? Можно, ешьте на здоровье. А потом мы еще 3 квартала бежали, пока не поняли, что за нами никто не гонится. Ну, кто бежал, а кто догонял, насмерть спуганного мальчишку. Эй, какого мальчишку? Ты еще скажи, что там из солидарности со мной под мостом просидел 30 минут. Во-первых, я не мог тебя одного оставить. Во-вторых, дед Сулейман где-то мог поблизости ходить своей палкой. Точно мог. А почему вы от него убегали? Ну как почему? Потому что дед Сулейман из-за яблок мог убить. Где ты это взял?
Ты это украл? Поклянись душой мамы, что никогда больше не будешь воровать. Клянусь. Нет, скажи, я клянусь душой мамы. Клянусь душой мамы. Мамы больше нет, Бит. Мы теперь совсем одни. Должны вести себя как взрослые. И отвечать за все, что мы делаем. Понимаешь? Подписали? Подписали. А он что здесь делает? У Фариза неотложное дело. Аслан, ты должен это видеть. Недостойные всегда норовят встать по правую руку от тамады. В чем дело? Аслан Хасанович, тут деликатная ситуация. Я еще раз увижу тебя здесь, и в твоей жизни никогда не будет деликатных ситуаций. В чем дело? Я знаю, нам к вашей семье приближаться запрещено, особенно к дочери. А один из них работает на вас по заказам на машины. Аслан Хасанович. А теперь иди, все. Столько лет двуличной жизни только для того, чтобы оградить мою семью от нашего бизнеса. А моя единственная дочь общается с уголовником. Стебель еще можно согнуть, пока не стал стволом. Аслан, может быть... Это надо сейчас же прекратить. Все. Молодец. Иди домой. Ты обещал дать деньги за работу. Какие деньги? Иди домой. Отдай мои деньги. Эй! Держи. Иди сюда. Тебя как зовут? Борис. Пойдем со мной. Ты моя умница, ты моя радость. Ты моя радость. Пойди и разбери сейчас эту молодежь. Как яркий свет из темноты, она явилась и вокруг вдруг все замерло. Она не просто идет, а плывет навстречу. Она не просто бежит, а летит кометой. Цок-цок, она каблучками по асфальту. След их на сердце застынет базальтом. Так звонко цок-цок, оставив свои отпечатки от встречи украдкой в полуденном зное любви. Да я не знаю, ну скажите, Ну, что ну, это? ну как? Ну... Крыша?
Какая крыша! Ну скажите, Дайте ну же я все ей равно не угадаю. мозг. Какая крыша? Ну да, я здесь никогда не была. Я вообще кроме Англии ничего не видела. Бедный ребенок. Конечно, что вы могли здесь загадать мне? Еще бы обезьяну загадали. Я пошел на свою лиану. Пока. Как она была? Не была. Ты никогда не видела эту красоту? Эльбрус! Высочайшая точка Европы! 5642 метра над уровнем моря! Говорят, что в ясную погоду с вершины Эльбруса видно и Черное, и Каспийское море! Люби, не обещая вечной жизни, просто люби. Все в мире временно и тленно, кроме любви. И ты увидишь, она создана только для счастья. О-о-о, люби. Больше не будет ни вчера, ни завтра, лишь миг, когда... Видограбинские водопады! Посмотри, сколько их здесь! А этот, Зайгилан, переводится как «падающая лавина». Самый высокий водопад в Европе! По небу босиком, босиком, босиком. По небу босиком, босиком, босиком. Сердце Чечни! Одна из красивейших и величайших мечетей в мире! И ты не видела эту красоту? Цитадель Нарык-Гала входит в число 4 наиболее крупных фортификаций мира, наравне с Великой Китайской стеной. Дербент! Да ему более 2000 лет! Я тебя нашла на свою беду. Я тебя нашла, знаю, пропаду. Я тебя нашла среди тысячи миров. Знала я... Древнейшие дольмены! Они старше египетских пирамид. Существует поверье, что спустя 1000 лет люди смогут подойти к этим дольменам и получить ответ на любой интересующий их вопрос. По небу босиком, босиком, босиком. По небу босиком, босиком, босиком. Замок любви и коварства! По легенде, с этой скалы влюбленный юноша сбросился в пропасть в надежде, что его возлюбленная прыгнет за ним. Она его предала. Надеюсь, ты не такая? Это все тоже у нас? Это Стамбул! Я всегда мечтал сюда попасть! Спасибо тебе За что? за то, что ты есть. Как у тебя это получилось, чертик? Что? Вдруг ты заполнила все собой, стала всем и сразу. Я теперь разговариваю, как ты. Думаю, как ты. Мое сердце бьется с твоим в унисон. Даже дыхание одно на двоих. Одно на двоих? Да. Подожди. А мне теперь что делать, когда тебя не будет рядом? Вот бы научиться не дышать, чтобы каждый наш вдох мы делали только вместе. Ты, наверное, хочешь избавиться от меня, раз просишь научиться не дышать. Ну хорошо, я так и сделаю. Дыши, 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 дыши. Что с тобой? Почему-то мне страшно. Страшно от того, что счастлив. Что все слишком хорошо. Я многое успел забыть, но помню, что был счастлив.
Помню, как мама пела ту самую песню. Хоть и слова ее растворились в моей памяти. Потом мама умерла. И все стало по-другому. С тех пор мне впервые по-настоящему хорошо. Когда иду к тебе навстречу, я словно бегу по облакам босиком. Но от этого мне еще страшнее. Обещай, что никогда не исчезнешь. Обещаю. По мне очень заметно, что мне не хватает кальция. Нет, мама, а чего вы взяли? Значит, ты не специально добавила мне в яичницу скорлупу. Извините, мама. Извините, мама. Так же сказал мой сын, когда на тебе женился. Поступки матери — лицо дочери. Кто женится на моей внучке, увидев такую мать? Привет, мамуля, привет, бабуля. Если бы я знала, когда в муках рожала твоего отца, что моя собственная внучка втайне от меня влюбится и не поделится со мной этим, стала бы я его вынашивать и терпеть. А, за какие это грехи меня Всевышний наказывает. Бабулечка, расскажи мне еще раз, как вы с дедушкой познакомились? Какой такой дедушка? Причем здесь этот эгоист, который бросил меня здесь терпеть вас всех? Лучше бы я сейчас лежала в земле рядом с ним. Бабуля! Моей первой любовью был совсем не он. А кто? Какое твое дело, несносная девчонка? Я не знаю о твоей любви, а ты не узнаешь о моей. Ничегошеньки я тебе не скажу. Не узнаешь. Вот сама расскажешь мне, вот тогда посмотрим. Что? Что стряслось? Да не хотят по-хорошему здание в центре отдавать. Так прессуй их, Аслан, прессуй! Или тебя надо всему опять учить? Ну, сейчас не 90-е, мама. Поверь, сын мой, если бы это был бы даже каменный век, я бы прессовала мамонтов. Ты ведешь мое дело. Так не позорь меня. Хорошо, я пойду и завтра вырву им почки, селезенку, печень. И получится отличный шашлык. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Мне нравится, что ты огородил свою семью от такой жизни. Но это не повод запускать семейное дело. Я несла эту ношу как могла. Мне ее оставил твой отец. Так не позорь его имя. Салам. Короче, есть дело одно новое. Там на окраине города есть машинка одна. Надо будет ее... Ну, в общем, человек заказал. Посмотри там фотографии, где она находится, как она находится. Вот. Надеюсь, ты не облажаешься. Ну, давай.
Алло. Да, он уже поехал за тачкой. Встречайте его. А, хорошо. Оу, принцесса, проснись! Или, может быть, мне принца попросить, чтобы он тебя поцеловал? Принц, подслушивал. Я его поцелую. Я его сейчас так поцелую! Ты кто такой, а? На кого попер? Ты хоть знаешь, недоносок кого кинуть хотел? Знаешь? Тише, а? Тише, шеф. А? Блага жизни надо принимать осторожно, дабы не потерять все сразу. В чем состоит твое благо сегодня? В моем хорошем настроении. Мне от тебя ничего не надо. Назови имя человека, который тебя подослал. Сынок. И я тебя отпущу. Обещаю. Завидую я тебе, Руслан. Почему? Тебе и холодильник покупать не надо. У тебя и продукты никогда не испортятся. Да если бы даже у тебя был холодильник, ты бы его сожрал давным-давно уже. А ты не завидуй. Хорошего человека должно быть много. Ты меня типа сейчас толстым назвала? Я не говорила, что ты Да, толстый. ты не говорила, что я толстый. Я Ты же не имела в говорила, виду, что я что ты жирный, толстый. да? Ну правда же? Мгм. Руслан, Смотрите, огромная я не жирная говорила, точка что на ты Google толстый. Maps. И что жирный не говорила. Да. Я не Огромный это имела в зефирный виду. человек, да? Да ты просто к словам придираешься. Я? Нет. Я придираюсь? Нет. Может, скажешь, Хорошо. что меня видно из Хорошо, космоса, ты да? толстый. Есть разговор. Руслан, ты толстый. Надо будет кое-что обсудить. Что перестань? Конечно, обидеть большого человека Я вернусь. легко. Подожди меня. Я не пойму, ты что, не врубаешься? Там все серьезно. Ну, я не знаю, может, им деньги нужны? Какие деньги? Ты что? Ни у меня, ни у тебя таких денег нет. Сейчас они не играют вообще никакой роли. Нас просто тупо подставили. И просто так они по-любому его не отпустят. То есть ты тут совсем ни при чем, да? Если ты не знал, чем он занимается, это ваши с ним проблемы. Но есть один человек, который может помочь. Какой человек? Это отец твоей девчонки. Он их знает, они его уважают. Я ему сказал, что Борис твой брат. Короче, он обещал помочь, но у него есть свои условия. Какие условия? Во-первых, ты должен навсегда уехать из этого города. Во-вторых, если ты еще раз появишься или хоть раз позвонишь ей, твоего брата завалят, ты понял?
Ты должен просто исчезнуть. Заройся где-нибудь. Вообще забудь ее. Давай. Красавчик, я тебе говорю, за то здоровье. Девушка. Пока, толстая. А что, мы сейчас скучаем? Английская королева. Ты чё, втюрилась в меня? Да мы тупо поспорили на тебя. Ты еще не посмотрела, да? Да, я покажу бутылочку. Вот тут мы с Русланом записываем. Так. Все наши пари, тут даты, имена всех наших девочек. Вот, смотри, вот здесь, в этой книжке, дура. Видишь, что написано? Тише, ты что разошел? Читай внимательно. Вот здесь вот, черным по белому, идиотка. Дай сюда и уходи, ты никому не нужна, уходи отсюда. И это забери! Беги, беги! Тебя еще есть кому утешить. Тебе никогда до конца не понять, что такое одиночество. Смоги без нее, смоги. Неправдой себя утешь. Не верится, мы враги. Своею рукой повешен, расколот, разбит, раздет. Бог видит, я не хотел, ведь был залюблен, согрет, но свой не ценил удел. Теперь без нее смоги, любуйся, люби, влюбляйся. Умри, улети, беги, но только не возвращайся. Забудь ее глаза, тепло ее руки, дай волю своим слезам. Смоги без нее. Я тебя целую в последний раз. Я тебя целую в последний раз. Бит? Бит? Давно мы тут не стояли, брат. Там вещи внизу. Ты собрался куда? С тобой старший брат говорит, ты куда? Ты не старший. Ты вор. Обыкновенный воришка, который обкрадывает людей. Но у меня ты украл больше. Ты даже представить себе не можешь, что ты со мной сделал. Когда мамы не стало, мы остались совсем одни. Ты даже себе не представляешь, через что я прошел, чтобы мы не умерли с голоду. А тебя не забрали в детдом. Отец нас бросил через месяц, а я маме обещал, что тебя никогда не оставлю. Ты называешь меня воришкой, может, это и так, но все, что я делал только ради тебя.
Всю мою жизнь ты кормил меня ворованным хлебом, а теперь еще и сделал подлецом. Я тебе этого никогда не прощу. Ну вот же он. А что ты здесь делаешь? Я здесь живу. Где твои родители? У меня их нет. А как тебя зовут? Бит. А хочешь пойти с нами? А куда? А там есть много деток, там есть игрушки. А Борис? И Борис будет. Пойдем? Угу. Пойдем. А где Бит? Бита в детдом забрали. А кто его забрал? Не знаю. Доброе утро, Сергей Васильевич. Доброе. Доктор, как она там? Вы еще здесь. Нет никаких сомнений, у девочки острый лейкоз. Как лейкоз? У нее же просто ангина была. К сожалению, начало этого заболевания может происходить именно так. Самое главное, что нам удалось стабилизировать состояние девочки. Стабилизировать? Да. Девочка потихоньку приходит в себя, и при первой же возможности мы переведем ее в специализированный бокс. Курсы химиотерапии и уход дают теперь хорошие результаты. Но это тяжелый и долгий путь. Держитесь. Все, моя хорошая. Чуть-чуть осталось. Знаю, что это отвратительно, но придется потерпеть немножко, хорошо?
видишь, сегодня лучше переносишь. Такая маленькая, такая сильная. Не тошнит, моя девочка? Что? Ну что? Довел ребенка. Я бы тоже заболела бы. Просто от мысли, что ты мой отец. Ах. В списке тиранов ты стоишь сразу после Гитлера. На 3-м месте. А кто на 1-м? Я? Поэтому отойди и дай пообщаться с внучкой. Как ты мое сокровище! Как ты мое сокровище! Ой, жду не дождусь, когда мы уйдем из этого ужасного места. Да, что ты стоишь? Дай сюда этот веник и иди поговори с врачом. Глаза б мои тебя не видели. Болезнь, как вы видите, отступила. У девочки ремиссия. Есть хороший эффект от лечения, но курсы химиотерапии необходимо продолжать, чтобы закрепить полученный результат. Она выздоровела? Нет. Я же вам говорю. Ни в коем случае нельзя прекращать лечение. Эффект может оказаться временным, если не продолжать постоянные курсы поддерживающей терапии. На все воля Всевышнего. Мы сделали все, что могли. Теперь все зависит от организма девочки. Если будете выполнять мои предписания, все будет хорошо. Да, конечно. Ну что, оклемался? Я ж тебе говорил, без ствола не вариант. Возьми и держи при себе. Не понял. Это у тебя откуда? Да не заморачивайся. Подожди, это что такое, Фарис? Послушай, эта девочка — единственная дочь нашего босса. Ты думаешь, он бы обрадовался бы, если бы узнал, с кем она встречается? И где бы ты был, если бы это он узнал не от меня? Ты еще спасибо скажи мне. Девочка осталась жить там максимум год. У нее там рак там или что-то там такое у нее. А пацан себе другую найдет. И чем скорее ты забудешь, тем легче для тебя. Поехали. Это дочь босса? Фарис, это ты меня подставил? Послушай, Борис, есть такие вещи, как... Шакал! Где его найти? Не знаю, с тех пор, как он уехал, он так же, как и тебе, не звонил мне.
Почему? Вы почему это допустили? Можешь сказать нормально? Я вам что сказала? Сейчас же пойди, найди его и приведи сюда, ты понял? Да, найду. Только обо мне ни слова. Алло. Алло, Бит. Слушай, брат, тут такие дела. Тебе надо срочно приехать. Капелла заболела. У нее лейкоз. Слышишь? Бит. Алло. Алло, Бит. Бит! В общем, в больнице проблем не возникнет. Там у нас свой человек, он нам во всем будет помогать. Кстати, домой будем заезжать? У меня здесь нет дома. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Поможем, я все сделаю. Я и есть помощь, когда люди приходят сюда, они приходят ко мне, я им помогаю. В общем, А что надо сделать? Что надо сделать? Ну, как бы вам же звонили, должны были сказать. Конечно, мне звонили, все сказали, я все А сделаю. отец ее здесь? Отец здесь, но это не ваши проблемы, это вообще не проблемы. Есть у меня одна идея. Так, как себя чувствует наша пациентка? Хорошо, спасибо. Замечательно. Как сон? Как ваш аппетит, милое дитя? А вот аппетит пропал. О, я открою вам один большой секрет, дитя мое. Все лекарства категорически бесполезны, если сердце пациента не наполнено любовью, если оно не бьется ради любимого человека. А у вас есть любимый человек? Да. О чем вы говорите? Нет, я сказал. Нет, ни в коем разе. Да. Дочка, опять ты не притронулась к обеду. Папа, а здесь был врач и... О, Аслан Хасанович, Алло, хорошо, что это вы я не вам. здесь. Мне как раз нужно с вами поговорить. Да, совсем не ест, не хочет слушаться. Но дело не в этом. Понимаете, мы затеяли ремонт детского отделения. Прошу вас, проходите. Нет, сюда. Ну, как вы знаете, В 7-й палате на перевязку заберите больного. Ложись быстро. О, ты здесь. Да, здесь. Ты чем занимаешься? Да вот больному укольчик делал, он только мне доверяет. Я тебя, собственно, зачем искал? Хотел посоветоваться с тобой. У дочери день рождения скоро. Не знаю, что ей подарить. А в прошлом году что дарили? Телефон подарил сотовый. Так, ну подарите ей телефон подороже. Прекрасная идея. Как я сам не додумался. Молодец, светлая голова. Что ты мне вколол, яд, что ли? Да не боись, это витаминки. Здоровее будешь. Пойдем. Подожди. Ну как можно грустить столь прекрасный день, милое дитя? Оставь меня в покое. Что-то не так? Кто-то вас расстроил? Что? Чувство жалости не дает тебе покоя? Меня жалеть не надо, а вот тебя мне искренне жаль. Убирайся из моей жизни. Убирайся. Оставь меня в покое. Убирайся. Убирайся. В тот день я потерял все, Капелла. Я потерял брата и друзей. Тебя потерял. Да, я многое не смогу объяснить. Я просто прошу разрешить мне быть рядом с тобой, Капелла.
меня в покое. Уходи. Уходи. Оставь меня. Убирайся. Убирайся. Ангел мой, свет моей жизни, просыпайся, просыпайся. Папуля. Девочка моя, мне надо ненадолго уехать из города. Дела неотложные, буквально на 2 дня. Но если ты скажешь, я останусь. Нет, 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 папуля. У меня уже все хорошо. Я буквально туда и обратно. Хорошо. Не скучай. Доктор, вам там удобно? Надеюсь, под кроватью не очень пыльно. С вами все в порядке? Вас, кажется, пациенты заждались. Да. Вам не туда. И вправду. Не каждый мудрец достоин любви. А что-то глупца, кто не слышал о ней. Не ведал я даже, но ты мне за что-то дана была небо. Прости, скажу я 1000 раз. Прости, не отводи своих глаз. Прости, глупца, что испугался любви. Прости, я раньше даже не ведал о ней. Прости меня и надежды мои оживи. Знаю, что растратил аванс. Дай же мне еще один шанс. Эй, 1000 раз. Я тебе скажу прости. 1000 раз. Я тебе скажу прости. Если б знал, как тогда я грустила, я давно бы тебя простила. Но прощения ты не думал просить, я прощу. Но другим ты не станешь. Я прощу, если вновь не обманешь. Я прощу, если сможешь не глупить. Я прощу, если преданным станешь. Если вновь меня не обманешь. Ведь глупцов в этом мире кто-то должен любить.
нету тут, кто однажды прощения получит сам. Должен впредь научиться прощать. Прощаю глупца, что испугался любви. Она прощает. Прощаю того, кто просто сбежал от Она нее. прощает, она прощает. Прощаю, ты надежды мои оживи. Она прощает. Знаю, что растратил аванс. Дай же мне еще один шанс. Тысячу раз. Я тебе скажу помирились. прости. Помирились! Ой, как хорошо! Я тебе скажу люби. Добрый вечер всем. Вам, муравьям, листьям, улиткам. Спектакль начинается. У-у-у. Вот говорит она. О, продолжай, мой ангел лучезарный. Ты в тьме ночной над головой моей сияешь, как небесный. Ромео, для чего, Ромео, ты? О, отрекись от своего отца, а ты... Разделишь ты в союзе с ним немало, не потеряв того, чем обладала. Не потеряв? Прибыток тут один, ведь женщины толстеют от мужчин. Тибальт убит! Убил его Ромео! А потому и он не должен Но жить. он убил того, кто был убийцей Меркуцио. Эй, аптекарь, эй! Кто там зовет так громко? Выйдь сюда! Для 20 людей довольно было. Но этот яд тотчас бы вас убил. Но если так, то берегись же, мальчик! О, я убит! Когда ты милосерден, ты положи меня с Джульеттой вместе. Пришел рассвет, и мир явился с ним. От радости и солнце выше стало. Ромео и Джульетта рядом с ним. Их участи был каждый рад. Ведь не сработал страшный яд. Опа. Выходи за меня замуж. Куда? Куда она? Как же так? Что было? Тебе понравилось? Ничего себе. Что случилось, Капелло? Зачем? Зачем все это нужно? Я хочу, чтобы ты была моей. Я и так твоя. Вся и навсегда. Разве ты не понимаешь, глупый? Мы живем и многое перестаем замечать, потому что считаем это таким неважным. Но сколько раз ты еще сможешь увидеть первый снег? Если человек проживет 70 лет, то 70 раз он сможет увидеть весну. Всего 70 раз он увидит, как все это расцветает. Когда я понимаю, что каждый момент моей жизни может стать последним, я хочу впитать его в себя навечно. Мне не важно, что будет завтра. Мне не важно, женишься ты на мне или нет. Я все равно твоя. И даже если завтра меня не станет... Одно мгновение. Секунда, когда я назову тебя своей женой, стоит всей моей жизни. Теперь я это ни на что не променяю. И мы побежим по небу босиком. Только босиком.
У нас будет ребенок. Все будет хорошо. Но ведь тебе сейчас нельзя. Тебе нужно... Все будет хорошо. Она всегда была сильнее меня. Даже тогда, когда надежда совсем угасала, я ни разу не замечал страха в ее глазах. Она заразила меня своей смелостью, заразила жизнью. Не знаю, что ждет нас там. Станем ли мы потоком квантовых частиц и энергии? Обретем ли вечную жизнь или уйдем в небытие? Мне не страшно. Ведь я знаю, что больше никогда не буду одинок.